Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженная артистка Республики Татарстан, художественный руководитель Большого концертного зала Лада Лобзина. Встречаем! Здравствуйте, Лада! Здравствуйте, Руслан! Добро пожаловать на татарскую кухню! Спасибо. Лада Лобзина, музыкант, заслуженная артистка Республики Татарстан, арт-директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева. Лада Лобзина родилась в Казани, окончила Казанскую государственную консерваторию по классу органной интерпретации у профессора Рубина Абдуллина. Была участницей многих европейских мастер-классов, стажировалась во Фрейбурге, высшей школе музыки. Лада – победитель многих всероссийских и международных конкурсов органистов. В 2003 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка Республики Татарстан». Лада успешно гастролирует во многих городах России и за рубежом. География ее гастролей – от зала Мариинского театра до крошечной кирхи на Шпицбергене. Помимо концертной деятельности, преподает в Казанской государственной консерватории на кафедре органа. С 2009 года Лада Лобзина – арт-директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева в Казани. Большой популярностью пользуются ее авторские абонементные серии концертов в ГКЗ, воскресные встречи у органа, знакомые и незнакомые шедевры, Бах и не только, сказки органного королевства. Что у вас в руках? А у меня мои диски. Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что я играю на органе. И уже давно. Это знаменитый татарский инструмент орган. Покажите, пожалуйста, покажите. Можно я посмотрю, Можно, что такое? пожалуйста. Здесь собрана музыка разных авторов, в том числе Иоганна Себастьяна Баха, безусловно, основного, главного композитора, который писал для органа. А также музыка русских композиторов, советских, в том числе Микаэла Таривердиева, который тоже, оказывается, писал для органа. А вообще Спасибо. со мной, конечно же, буклеты и флеера любимого моего Большого концертного зала и моих абонементов, которых мы вот уже не первый год выпускаем в концертном зале для детей, юношества и очень широкого круга зрителей. Большое спасибо за подарки. Спасибо. Ладно, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом вы к нам сегодня пришли? Вы знаете, я пришла с достаточно простым рецептом. Мне кажется, он есть у разных народов, может быть, он по-разному называется. И я бы его назвала просто жаркое из какого-то мяса, у нас это, видимо, говядина, и с овощами. Да? Овощи, которые уже вот созрели, уже выросли. Сейчас осень на дворе. Совершенно верно. Овощей Да. у всех много. Да, так что я предлагаю попробовать сделать такое блюдо. С удовольствием. Сытно, вкусно, Давайте начнем, просто. тем более я очень люблю мясные блюда. Правда? Надеюсь, у нас получится. Итак, с чего начинаем? Мы поставим казан греться. Так, берем Совершенно стандартный татарский казан, Да, толстостенный, красивый. Совершенно верно. Включаем и немножечко масла добавляем растительного. А, можно сразу, да? Да, сразу же, чтобы оно грелось. Так, чуть-чуть маслица. Как ответственный за блюдо, пожалуйста, Я руководите. Я поняла. Достаточно? Художественно руковожу. Художественный руковожу. Вот. Так, И разрезаем мясо на небольшие, но не маленькие кусочки. так, давайте сначала я мясо поделю на два кусочка все-таки. Так. То есть одну буду я. Да, ну, а Хорошо, куда деваться? договорились, поехали. Так, И вперед, сантиметра 2. Вот, конечно, можно было бы баранину. В данном случае у нас говядина. Я думаю, что можно и телятину, и индейку, и разные-разные виды мяса использовать. то есть в данном Это блюде жарко. любой вид мяса можно использовать. Конечно, конечно, да. Вы так, кстати, управляетесь хорошо. Вы прекрасная хозяйка. Вас часто можно увидеть на кухне, На дачной. на даче. На даче раз в неделю с удовольствием. Лада, расскажите, пожалуйста, вот еще раз про блюдо, которое мы сегодня готовим. Вот, вы знаете, я даже внимательно посмотрела. Например, она у грузин называется чанахи. Чанахи. Чанахи, да. Есть оно такого, так сказать, такое жаркое в любой национальности. И украинской, и армянской, и татарской кухни, да. И принцип здесь такой. Здесь мы действительно слоями выкладываются. Сначала на низ, на самый низ мы кладем мясо любого вида. Затем мы кладем лук крупно, все крупно, кольцами, да. Может быть, в некоторых народах это мелко рубят, да, и овощи мелко закладывают. Мы вот будем делать все крупно. И в этом, видимо, есть особый вот какой-то своя прелесть. Так, понятно, что блюдо готовится на самом деле очень быстро, так как кусочки большие. А вот рецепт все-таки откуда у вас? После конкурса 2001 года, я победитель конкурса, международного конкурса имени Микаэла Таривердиева,
органовый именно конкурс. У нас есть такой конкурс в России, очень известный на сегодняшний день, уже 9 конкурсов прошло. Арт-директор этого конкурса Вера Таривердиева. Я уже с ней дружу, и мало того, я с ней работаю. Она мой московский продюсер, друг просто-напросто. Я участвую в большом количестве ее проектах. Вот. И буквально вот неделю назад я была у нее дома, а именно дома Михаила Леоновича Таривердиева, где она принимала, и меня это жаркое угощало. Мне безумно это понравилось, и я решила повторить вот то, что, так что я уже тоже это сделала у себя на даче. Мне показалось это очень симпатичным блюдом. Так, мясо у нас готово. Да, и масло, мне кажется, кипит. тоже уже кипит. Всё, пора. Так. Совершенно верно. Закладываем. Самое время. Так. Да. Все сразу. Все сразу. Не солим, не перчим, просто раскладываем, не перемешиваем сейчас. Так. Пусть оно чуть поджарится. Вот. Опа. Ладно, расскажите, пожалуйста, вот как вот это такое даже с одной стороны грозное слово орган, вот откуда любовь к этому музыкальному инструменту и как так получилось, вот, что вы, такая стройная, хрупкая девушка, начали играть на нем и всю жизнь на нем играете? Ну, не всю жизнь, но полжизни, больше полжизни точно играю. Ну, здесь, наверное, очень много факторов. Наверное, потому что в 16 лет попала на концерт Леопольда Задегриса. У нас в Казани, еще в старом зале. Такой замечательный органист прибалтийский. Огромное впечатление произвело, огромное. Ну, вы поступали в музыкальное училище? Совершенно верно. Я на какой закончила инструмент? фортепиано. Я пианистка, клавиши, клавишница. Вот. И в консерваторию Казанскую я тоже поступила как пианистка. Но вдруг я узнала, мы пришли историю КПСС на первом курсе проходить. И нас послали в камерный органный зал. И стоит маленький орган. И его настраивают. И я понимаю, что я должна обязательно дотронуться до этого инструмента. А я, кстати, должен дотронуться сейчас из Я каких-то тоже овощей. думаю, Вот я думаю, вот я тоже так же думаю, что нам надо дотронуться до лука. как Кто всегда. будет плакать, начнет первым. Ну, давайте я. Каждую программу практически я режу лук. Колечками. Получается, когда настроили орган, вы подошли и сыграли на нем? Или? Нет. У нас была возможность счастливая у пианистов. Каждый дотронулся до органа. Дотронулись. И когда дотронулся, я услышала звучание, я поняла, что это мой инструмент. И как-то уже начала думать, а как же к нему подойти, как учиться и так далее. И где-то моя мечта, скажем, только к 4-му курсу консерватории, она вот осуществилась. Я действительно попала в класс специального органа к Рубину Кабировичу Абдуллину. И я закончила консерваторию по 2 специальностям, как пианистка и как органистка. И вот дальше уже мое дальнейшее, скажем так, совершенствование, скажем так, оно пошло именно по органной линии. Потому что сразу же, как на органе мы стали, часто я принимала участие в конкурсах, в мастер-классах, много учились, ездили за границу в том числе, потому что это инструмент зарубежный. А сколько вот органов тогда было, когда вы начинали вот, В обучаться? консерватории конкретно? Нет, вообще в Казани. В Казани их было всего 2. Это был небольшой средний орган фирмы Ойли, который так до сих пор стоит в органном зале. И старый наш орган Ригер Клосс, он уехал в Набережные Челны, в органный зал, украшает великолепный органный зал Набережных Челнов, и звучит там очень хорошо. У нас стоит новый, как еще, 20 лет нет, органы это совсем почти... Сколько живут органы? Вот скажите, мне кажется, зрителям интересно будет. Те органы, на которых играл Иоганн Себастьян Бах, а Иоганну Себастьяну Баху на следующий год будет 330 лет со дня рождения. И эти органы до сих пор функционируют? Да, они отреставрированы, и они звучат. Вот так То вот, дорогие есть- друзья, бессмертный инструмент орган. Совершенно верно. Это произведение, вообще орган как инструмент, это произведение архитектурного, инженерного, акустического, математического, какого только и художественного. Лада, я вам открою секрет, в кулинарии тоже есть свой орган, это казан. Да, И и мы если туда- за да. казаном хорошо следить, то он тоже может проработать и прослужить более 100 Нам лет. нужно перевернуть это мясо. Так. Пусть оно хорошенько, так сказать, есть кипит, мы немножечко прожаривается. его- Да. Так, пока не солим, не перчим, да, Ничего пока? пока нет. Вот на сильном, надо сказать, о сильном огне надо его обжарить. Так, закрываем. Так, ладно, я предлагаю сейчас собрать Да. здесь наш лучок. Совершенно верно. Так, пока мясо обжаривается, мы не добавляем туда наши овощи. И что сейчас? Сейчас можно, в принципе, морковочку порезать. Да, да. Так,
Какую вам половиночку? Давайте маленькую. Пожалуйста. Колечками. Колечками. Да. Так. Лада, скажите, пожалуйста, вот почему все-таки так мало людей, которые играют на органах, я имею в виду профессионально? Ведь в городе максимум 2 известных органиста, исключая вас. Спасибо большое, конечно. Ну, вы номер 1. Нет, номер 1 у нас Рубин Абдуллин. Это мой профессор, основатель органной школы в Казани, в Татарстане. Вы не совсем правы, что нас мало. Нас не мало. У нас есть целая кафедра органо-клавесина. Куда они уходят-то? Куда они уходят после Вы получения знаете, диплома? Они, на самом деле, приезжают из других городов. Со всей страны, с России. Приезжают от Санкт-Петербурга до Читы. То есть наши ученики, на самом деле, ученики Абдуллина и ученики уже мои выпускники, они работают в Астрахани, в Саратове, в Ульяновске, в Йошкар-Оле, в Санкт-Петербурге, в Томске. То есть, я уж не говорю, многие за границу уехали и жить, и учиться, тоже свою судьбу Вас, кстати, не устроить. приглашали все-таки? Вы знаете, как-то переехать? мне никогда не хотелось уехать из Казани. Где родился, там пригодился. Патриот. Настоящий патриот. Кто самый лучший в мире производитель органов? Есть такой в России, в Италии, в В Испании? России мы не будем говорить, потому что Россия все-таки не страна органов, это инструмент западноевропейский. Но, хотя его история вообще идет из Древней Византии, 2000 лет назад инструмент. И первые, кстати, органисты были женщины. В Древней Византии, в Древней Греции. Но вообще органы, они появились как? Они появились как замена, это экономический такой момент, как замена большому количеству живых людей, трубачам, фанфарщикам. Они оглашали, у них такие были зовы, они оглашали все гладиаторские игры, да, такие бои, торжества, так сказать, при императорских дворах, встречи, обеды там, и так далее. Во втором тысячелетии орган попал в церковь. То есть он сначала был вообще светским инструментом, а церковным он стал уже, так сказать, вот во втором тысячелетии. И по всей это с указа Папы Римского, это все было серьезно. И по всей Европе он разошелся во многих храмах, от маленьких храмов до огромных были установлены инструменты. А, соответственно, объемы помещений, где устанавливали эти инструменты, они подсказали решения, какие должны быть. Да? И действительно существует от самых маленьких инструментов, переносных, до самых огромных. Мы продолжаем готовить мясо с овощами вместе с заслуженной артисткой Республики Татарстан Ладой Лабзиной. Лада, спасибо, что с нами. Спасибо. Расскажите, как идет наш процесс готовки. Мы заложили мясо, мы его обжариваем. Да. Оно уже почти близко до готовности. Я вообще посыпал туда перчик и соль и С съел. удовольствием. Вот я Уже. даже предлагаю это сделать. Можно немножко соли, немножко перца. Так. Да. И сейчас будем слоями закладывать овощи и мешать уже не будем. Соли чуть-чуть. Чуть-чуть все. Чуть-чуть, хорошо. Опять. Так, сейчас достанем перчик. Так, сейчас перчик. Совершенно верно. Черненький. Все. Так. Так. Да. И я думаю, что мы можем уже лук положить. Открываем Совершенно верно. и аккуратненько. Нет, мы надо Так, руководите. колечками, Лада, колечками, руководите. вот выложить. Всё-таки Не просто бросить, а колечки. Главное ответственное возведить. лицо в этом блюде сегодня это вы. Художественное ответственное. Да, художественный руководитель. Ответственное. Совершенно верно. Вот так вот мы сделаем это. Потому что это будет все давать сок. Так, вот так. Так. Как-то- Лада, вы сегодня уже сказали мне, что у вас очень много учеников. Вот сколько лет вообще преподаете? Вот как только закончила консерваторию, так и преподаю. На самом деле даже раньше, чем я преподаю с 18 лет. С 18? Да. Люди обычно в это время только учиться начинают. Ну, а так получилось, что я поступила в консерваторию и параллельно сразу же стала работать в музыкальной школе. И как-то вот так мне на преподавательскую деятельность повезло. Сложно быть преподавателем? Сложно. С одной стороны и просто с другой стороны. Надо всегда просто находиться на двух. Преподаватель должен всегда уметь попадать на место ученика. То есть не только быть тренером, но и тренируемым. В этом смысле, наверное, помогает собственная концертная деятельность. То есть то, что я сама исполнитель. Вот. Поэтому как бы в этой роли мне проще. Вернемся к нашему блюду. Да. Нас ждут баклажанчики. Покажите, пожалуйста, где мы делаем отверстие и как все это происходит. Мы, значит, отрежем заднюю часть и сделаем небольшое углубление. Так. Да, вот так.
Это методом проб и ошибок. Так сказать, у кого сколько получится. Так. Потому что нам в это углубление нужно будет положить чесночок, смешанный со сливочным маслом. Но есть такие варианты рецептов, что именно в этот баклажан, вот как раз где меня угощали, где мне очень это понравилось, там была использована баранина, и баклажан, так сказать, положили курдючный жир вместе с чесноком. Ну, это уже для настоящих эстетов. Совершенно верно. Ладно, вот вы хорошо готовите, преподаете, прекрасно играете на органе, еще успеваете работать в Большом концертном зале. Как вам все это удается и что вы конкретно делаете вот, на вашей работе в БКЗ? Вы знаете, я работаю уже 5 лет в концертном зале и занимаюсь вот творческими программами, да, художественными программами. Попал я туда, конечно, своими детскими органными абонементами, потому что это мое дорогое детище, которому в этом году 10 лет. И я в свое время была еще солисткой Татарской государственной филармонии, и именно там 10 лет назад были, так сказать, выпущены, скажем так, в свет детские органные абонементы, именно связаны с органом. Вот. А так они уже продолжаются, и я и в консерватории это делала, и в Большом концертном зале. Но кроме, конечно, органных проектов, мы занимаемся очень многими интересными другими проектами. В концертном зале, вы знаете, есть государственный струнный квартет Республики Татарстан, есть государственный камерный хор Республики Татарстан. И эти коллективы тоже придумывают и выпускают интересные проекты, абонементы. И наш вот приоритет в концертном зале – это абонементные серии, просветительские, образовательные такие концерты для очень широкого круга зрителей и возрастов. Баклажанчики у нас готовы. Что делаем дальше? Я думаю, что нужно сейчас заложить слой картофеля, Так. чуть-чуть присолить картофель. Целиком? Целиком. Я единственное думаю, вот большие картофельные можно напополам. То есть мы какой-то вот формат картофелин вот такой выбираем. Следовательно, мы можем порезать напополам. По половиночке. Да. Сейчас я это сделаю. Да, да. Так, Именно. у нас остался, кстати, чесночок еще. Да, а я чеснок порежу для масла. Именно так, мелко. То есть слой картофеля у нас получается номер 3. Да, просто кладем, совершенно верно, подряд. Так. Покрываем лук. Руслан, нам пора, думаю, что положить морковь Так. на картофель. Вот, да. А здесь такая красота у Да, вас. да. Просто слоем так ровненько посыпать, да? Так. Опять же, чуть присолить. Ну, по красоте блюдо на 5 баллов, я вам так скажу. Посмотрим, как оно будет по вкусовым качествам. Да. Морковки достаточно, Есть. мне И кажется. теперь слоями попробуем помидорку положить. Так, может, по половиночке мы помидорки Нет. разобьем? Целиком? Целиком. Вот так вот, друзья, запишите наш рецепт. В этом-то вся и прелесть. Так, помидорчики. Но можно сделать так, чтобы там оставались места для баклажан. Идею уловили, сейчас все сделаем. Что еще ожидает наших зрителей в БКЗ? У нас в гостях будет Государственный симфонический оркестр Алматы. С интересной программой дирижер Марат Бесенгалиев. Они привезут очень музыку известного европейского, вообще мирового композитора Карла Дженкинса. Это композитор, который музыку пишет из сплава стилей. От классических, роковых, джазовых, этнических, национальных, индийских и так далее. Вот здесь, видимо, это был заказ прям казахстанских деятелей культуры. Будет премьера сочинений Карла Дженкинса, но связано именно с казахской темой. В дни каникул детских, школьных, молодежный российско-белорусский оркестр к нам приедет со своей тоже программой необычной, интересной. Так что, друзья, приходите сами, приводите своих детей. Обязательно. БКЗ ждут вас. Так, сейчас, я думаю, самое время смешать Да. сливочное масло с чесночком. Совершенно верно. Ну, я думаю, половиночку. Половиночку, да? Половинку этого, да. Вот так, совершенно Так. верно. Да. Так. И размешиваем. Размешиваем. Да, совершенно верно. И все это, получается, у нас идет в баклажанчике. Да, и по чайной ложечкой баклажан. Попробуй первый я. Пожалуйста. Так, И туда сила. ну, так скажем, блюдо действительно орган, инструмент такой. Солидные блюда у нас сегодня с таким количеством масла. Из баклажана мы сделали органные трубы. Вот видите, настоящий артист всегда найдет возможность сравнить музыкальный инструмент и кухню.
Вот такая красота у нас получилась. Да. И сейчас самое время, это последний ингредиент нашего блюда. Мы открываем крышечку. Ох, как красиво. Чуть-чуть надо сольнуть, Так, поперчить. секундочку. Особенно на помидоры. Так, Ну да. чуть-чуть. Да. Чуть-чуть. Картофель солили мы. Так. Все, отлично. Я думаю, Перчим прекрасно. помидоры. Именно по помидоре идет. Именно по помидоркам. Да. Так. Красота неописуема. Так, и закладываем баклажаны. Закладываем? Так, закладываем. Так. Думаю, что вот таким образом. Пробуем их уместить каким-то, да, вот так. Так, совершенно. Ладно, вы согласитесь со мной, что вот любовь к классической музыке, по крайней мере, у жителей Казани, с каждым годом возрастает? Что скажете? Заметно ли особенно вот на ваших концертах это? Закрываем. Вы знаете, соглашусь, но, скажем так, виной этому, ведь не только вот сам концертный зал как помещение или как мы концертная организация, мы проводим концерты, но и наши партнеры, которые на нашей площадке проводят свои интересные проекты. И знаковые, событийные очень мероприятия. Это и наш партнер Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, и камерный оркестр Примавера, Казанская государственная консерватория, и многие другие, действительно, кто имеет отношение к нашему концертному залу. Поэтому мы гордимся и нашими партнерами, и мы все друг другу, скажем, такая есть здоровая конкуренция, и мы в наших интересах готовить яркие творческие проекты. А в наших интересах готовить вкусные блюда. Совершенно верно. И каким же блюдо получилось на сегодня, мы узнаем совсем скоро. Подождем минут 30-40 и попробуем жаркое с овощами. Мясо с овощами по-казански. В казане разогрели растительное масло и обжарили мясо. Сверху выложили лук, нарезанный кольцами, затем целиком картофель, помидоры и баклажаны, начиненные сливочным маслом с рубленым чесноком. Каждый слой овощей присаливали и приправляли черным перцем. Закрыли казан крышкой и тушили на медленном огне до готовности. Если вы не успели записать рецепт нашего блюда, не расстраивайтесь. Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших любимых блюд и готовьте вместе с нами. Уважаемые телезрители, вот и настал тот самый кульминационный момент. Финал. Как еще это можно сказать на музыкальном языке? Ну, то, что мы делали вначале, это была прелюдия, Ага. а теперь фуга. Фуга, вот так вот, запишите, запомните. Фуга, а именно мясо с овощами по-казански. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, какая же здесь красота, аромат. Я прошу, ладно, давайте руководите дальше процессом сами. Ну, что ж, я А я попробую лишь- положить. Так, Думаю, что каждый голос этой фуги, так. а это именно мясо, лук, картофель, помидорка, это как отдельный голос, придаст Кстати. особый аромат всему. Мне можно и бульончика, кстати. Вот так вот. Мне в таких блюдах, как, например, хашлама или Будем считать, сегодняшний... что это основная тема. Основная Мясная, тема, да, мясная. В этих блюдах мне нравится именно бульон. Бульон, который исключительно получается из сока овощей. Совершенно верно, там нет воды, никакой Да, воды. и я предлагаю этот бульончик, пока Лада накладывает себе порцию вкусного нашего блюда, попробовать. Ну, Пахнет вкусно. что говорят музыканты перед тем, как приступить к трапезе? Чтобы было всегда так вкусно. Не только сегодня, но всегда. Татары говорят проще. Бисмилля рахман рахим. Да. Я именно это хотела сказать. Все-таки я был прав. Бульон в этом блюде рулит. Очень вкусный бульончик. Что скажете вы? Отлично. Ну, не попробовать мясо я не могу себе позволить. Да. Я думаю, заключительным аккордом это будет баклажан. Удивительно, что мы сегодня готовили говядину, она получилась такой мягкой. Браво. Ну и баклажанчик. Да, и Так. баклажанчик. Хоть и баклажанчик у нас с чесночком, но на свидание никто из нас сегодня не идет. А ну? Браво, браво. Шикарное блюдо. Бигзур Ахмед. Вам тоже спасибо. Спасибо большое, что вы оценили мое блюдо. А я приглашаю и вас, и всех зрителей в Государственный большой концертный зал имени Салиха Сайдашева в новом концертном сезоне.
Спасибо за приглашение, дорогие друзья. Сегодня для меня, и в том числе для вас, это исключительное блюдо готовила заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лобзина. Спасибо большое. Соболос Дуслар. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.